проверяем перед выдачей, листы проверяем. И, короче, и работа у нас трудоемкая, очень разносторонняя, требует от человека внимательности, аккуратности. Особенно люди ищут свою родословную, обращаются к фондам Якутской духовной консистории, где хранятся метрические записи о браке, о рождении, о смерти. И пишут вот историю своего улуса, историю своего наследия. И архивы в последнее время являются даже как бы символами государственности, наравне с гимном, гербом и флагом. Без архива нет истории. Без истории нет прогресса. Архивы – хранилище человеческого знания и опыта. Самый ценный исторический опыт, изложенный несколькими поколениями, жившими на территории Якутии, вот уже 80 лет бережно хранится в стенах Национального архива республики. В дореволюционной Якутии архивы отдельных ведомств хранились на чердаках, в амбарах, похищались или употреблялись местными жителями на хозяйственные нужды, увозились учеными и чиновниками за ее пределы. Первое известие об организации советских архивов было получено якутским губревкомом из Сибархива 26 марта 2020 года. Предписывалось принять меры по обеспечению сохранности архивных дел от расхищения и уничтожения. 22 декабря 2020 года на основе документальных материалов Якутского областного управления и архивов округов, собранных еще при губернаторе Крафте, постановлением Якутского губревкома был создан архив Якутской губернии. Заведующим был назначен известный в области ученый-археолог Ефим Дмитриевич Стрелов. При отсутствии помещений и недостатка штатов он энергично взялся за работу по обследованию архивов и архивных материалов всей Якутии. Уже летом 1921 года в Якутск были перевезены архивы инородных и земских управ, комитетов общественной безопасности Татинской, Баягантайской, Мегинской и Дюбсинской властей. Были опечатаны архивы многих улусов, шла концентрация материалов. На этот процесс влияла гражданская война в Якутии, трудное финансовое положение губархива. Так, архив Колымского округа из 35 кулей и 3 ящиков весом 111 пудов 34 фунта был доставлен в Якутск через Берингов пролив и Владивосток только в 1927 году. С сентября 1923 года архив располагался в помещении бывшей церкви Спасского монастыря и стал называться Центральным архивом Якутской автономной республики. Началась планомерная работа по архивному строительству в Якутии. 240 тысяч дел дореволюционных учреждений, почти все уездные архивы, материалы из бывшей духовной консистории составили его первые фонды. Сегодня в Национальном архиве хранятся 1602 фонда с общим объемом 626 тысяч дел на 6 видах носителей и 4 языках. Уже 80 лет сохраняют документальную память Отечества для будущих поколений хранители истории, работники архива. Почти 40 лет бережет сокровищницу документального наследия нашей республики и Анна Дмитриевна Давыдова, научившая этому ответственному делу многих архивистов. Сначала, конечно, я не очень-то вникала, думаю, ну вот упорядочу, буду сидеть там, как архив раньше как думалось, что ну такое мертвое дело, вот будем сидеть, упорядочить. Типа. Ну, работы-то, конечно, много, как у нас, особенно в хранилище. У нас был известный купец Эврестов. И вот этот фонд, ну, они-то не знали, что этот деньги, их богатство, куда после смерти ушло. Вот самое интересное, я помню, вот это дело я нашла. И как, короче, фонд такой есть. И в этом фонде я как раз нашла те богатства, которые после смерти кому что передалось. Я думаю, это самое интересное. Ну, таких случаев у меня много. Я вот за период работы, я вот 1480 дел нашла, упорядочила, нашла своими руками, вот искала. Этот очень кропотливый труд, надо все фонды проверять, надо все описи, изучить дела фондов.
много описей надо проверить, и много-много таких фондов. И я думаю, это количество, конечно, для меня большая цифра, я думаю, и для всего архива, я думаю. Мы находимся в хранилище дореволюционного периода. Здесь хранится свыше 237 тысяч дел с 1701 года по 1917 год. Самый старый документ у нас считается документ 1701 года. Вот, пожалуйста, дело Якутской воеводской канцелярии о походе казачьего пятидесятника Владимира Атласова и о службе казачьего пятидесятника Василия Колесова. Документ на 10 листах. Так вот, лист использования. Очень много исследователей обращались к этому делу. Написан он на старорусском языке, который мы сейчас в данное время плохо читаем. У нас всего на секретном хранении имелось 7 тысяч, с лишним дел. Так, планово ведется у нас работа по рассекречиванию с 1992 года, и практически мы считаем эту работу почти завершенной. Рассекречено свыше 6 тысяч дел, но некоторые дела оставлены на секретном хранении. Но вот есть у нас два фонда, Якутский совнархоз и Трест Джугджур золото. Вот мы уже 3 года приглашаем экспертов по золоту и алмазам, и вот никто не приходит к нам. Вот из-за этого у нас работа стоит по рассекречиванию. Вот в этом здании у нас 3 архивохранилища, они у нас полностью укомплектованы. И в связи с этим мы арендуем помещение в филиале Национального архива на проспекте Ленина. И комплектование у нас ведется там. Ранее закрытые для исследователей фонды содержали в основном документы о белом движении, ликвидации повстанчества, о чистках аппарата, секретные документы фондов прокуратуры, Верховного суда, Совета министров ЕССР. Филиал Национального архива республики и сейчас хранит эти документы партийных, комсомольских органов и организаций. Они являются составной частью нашей истории и требуют к себе бережного отношения. В филиале архива работают такие опытные сотрудники, как Вера Никоновна Гаврильева, проработавшая здесь более 30 лет. Она в считанные минуты может найти любое дело, так как за каждым судьба людей, многих из которых она знала лично. В нашем филиале хранится 1687 фондов и более полумиллиона документов. Раньше это ограниченный доступ был в читальном зале бывшего партийного архива, да? Сейчас-то нет ограничения. Очень много исследователей ходит, и по нашим документам издано очень много книг. Вот, например, хроника авиации Якутии. Наталья Николаевна Малышева, да, главный хранитель фондов, и Василий Николаевич Гуляев, он сейчас на заслуженном отдыхе. Они награждены дипломом Федеральной архивной службы России и 3-й премией конкурса научных работ в области архивоведения. Нынче в этом году за подготовку сборника документов Максим Кирович Амосов. Филиал принял участие на всероссийском конкурсе архивных проектов в рамках программы «Культура», проведенным Институтом Открытого общества, фондом Сороса. Да? Проект краткого справочника по фондам филиала одобрен экспертным советом конкурса на грант в сумме $4500 США. Вот на эти деньги мы купили этот компьютер, и Canon, и сканер цветной. В фондах филиала хранятся такие известные документы, как, например, письмо первого писателя-просветителя Алексея Кулаковского якутской интеллигенции, объяснительная записка к докладу о якутской автономии Платона Аюнского, личные документы участников установления советской власти, гражданской войны в Якутии. В Головном национальном архиве хранится 9276 фотодокументов, богатый газетный фонд, интересные тематические фотоальбомы экспедиций, предприятий, старинные карты. Здесь запечатлены исторические факты и свидетельства, которые являются уникальными. Для создания страхового фонда Национального архива на протяжении нескольких лет все ценные материалы заносились в фондовый каталог и копировались. До недавнего времени документы копировались на так называемые микрофильмы и микрофиши, которые хранятся отдельно.
Сейчас из-за финансовых и технических трудностей микрофильмирование приостановлено. Делаются первые шаги в работе с компьютерными программами по документам архива. Для обеспечения сохранности дел сотрудниками архива ведется кропотливая повседневная работа. Это не только сверка количества листов, а хранение в определенном температурно-влажностном режиме. Среди документов дореволюционного периода немало обгоревших дел, документов с затухающим текстом, пораженных грибком и грызунами. В отделе реставрации их лечат, удаляют поверхностные загрязнения, укрепляют основу. Склеивают документы специальной бумагой и специальным мучным клеем, который варят здесь же из муки, глицерина и спирта. Такой состав проверен временем и в случае необходимости легко смывается. Главное, не повреждается сам документ. В день каждый работник обрабатывает в среднем 85 страниц, а в год через переплет проходит до 300 дел. В том, что будущие поколения смогут воспользоваться документами, которые могли бы быть утрачены, заслуга таких преданных любимому делу женщин, как Лидия Михайловна Борисова, 34 года проработавшая в архиве, и многие другие. Основными формами работы нашего отдела являются исполнение тематических запросов отдельных граждан, различных учреждений, предприятий, подготовка статей, публикаций, радиосюжетов, участие в работе научно-практических конференций с информационным сообщением, подготовка к публикации и изданию сборников архивных документов и материалов. Публикаторская деятельность нашего архива является одной из главных направлений работы нашего отдела. Но первые сборники архивных документов вышли еще в 1957 году. Документы о революционных событиях 1905-1907 годов в Якутии и борьба за установление прочения советской власти в Якутии. На сегодня Национальным архивом Республики Саха совместно со своим филиалом и Институтом гуманитарных исследований подготовлено и издано более 30 сборников архивных документов и материалов. Мы очень тесно сотрудничаем с редакциями газет наших республиканских и журналов. И вот за последние 10 лет примерно 130 газетных статей и публикаций вышло на страницах наших газет. Но сотрудники нашего отдела публикуются не только в республиканских газетах, но и в центральных. Так вот, в этом году, в 2000 году, в первом номере журнала «Отечественные архивы», который организует Федеральная архивная служба России, вышла статья как раз Эдуарда Михайловича Яковлева, которая посвящена истории якутского казачьего полка. Архивные документы обладают удивительной эмоциональной силой. На пожелтевших страницах реальные факты, за ними реальные люди. Каждому исследователю, работающему в архиве и его филиале, предоставляется уникальная возможность говорить с предками, царями, вождями, учеными и мудрецами, сравнивать и оценивать их деяния и находить истину. В читальных залах занимается более 400 исследователей не только из республики, но и из США, Японии, Канады, Франции. Документы архива используются в подготовке диссертаций, монографий, коллективных сборников, статей, докладов и книг. Я более 30 лет работал, как краевед. Я сам Самгинского района, то есть Улусове. Ну, конечно, результатом, можно сказать, сразу в цифрах, да? Это более 10 лет писал. Ну, о фронтовиках Якутии, о сельских работниках и, конечно, опубликованными в газетах материалы на несколько сот, это известно. Ну и если называть пару книг, это о фронтовиках «Память», «Бессмертие» и «Доблесть». Вот такие. Еще о Вандросове я писал. Тот прорыв в исторической науке, который произошел в последние десятилетия, ликвидация многочисленных белых пятен истории была бы невозможна без того колоссального, кропотливого труда архивистов по рассекречиванию документов, по их сохранности и по той огромной работе, которую они проводят для нас, для своих читателей, для исследователей. Я бы хотел поздравить
не только коллектив архива, но и интеллигенции нашей республики, потому что Национальный архив – это достояние народа республики, а это достояние делают публично именно представители интеллигенции в лице научной и творческой ее части. 22 года, как я работаю в этом архиве. Наш архив один из богатейших в Сибири. И отрадно, что последние годы и президент, и правительство нашей республики обращают внимание на состояние, на оснащение, на создание условий для хранения документации, для жизнедеятельности Национального архива. Документы всегда честны, а к реальным фактам истории интерес не иссякает. Документальное наследие прошлых лет будет всегда привлекать внимание прогрессивных людей. Профессия архивистов, она уникальна. Во-первых, специалистов готовят всего 2 вуза у нас в стране, это в Москве и в Екатеринбурге. Конечно, хорошим архивистом может стать историк, если он приобретет опыт работы, а у нас работают люди подолгу. У нас есть люди, которые работают десятилетиями, 30 лет и даже больше. И надо отдать должное людям, которые у нас работают. Это замечательный коллектив, которые преданы своему делу, потому что в тех условиях, в которых работали мы, допустим, 2-3 года назад были очень тяжелые годы, мы пережили, мы выстояли, и тем не менее у нас практически нет текучести кадров, потому что люди, которые приходят сюда, они знают, что эта работа очень интересная и работа творческая, несмотря, казалось бы, на схематичность какую-то, когда изо дня в день некоторые виды работы исполняешь, казалось бы, одно и то же, но документы-то разные, информация в них разная, и поэтому использовать ее тоже можно по-разному. Наш архив, он считается одним из крупнейших на северо-востоке страны. И хотя, с одной стороны, мы с информационными технологиями как бы опаздываем, потому что оснащение архивами только недавно мы начали внедрять новые программы. Но я считаю, здесь мы не опоздали в каком смысле, что мы не повторяем ошибок других. Мы учимся на их ошибках и берем то лучшее, что уже разработано другими архивами. И по каким-то направлениям, допустим, по созданию базы данных на фотодокументы, в зоне Сибири аналогов нет той базе данных, которую создаем мы. К архиву подходишь как к безбрежному морю, каждая капля которого несет в себе изумительное открытие, если не уставая и умеючи искать его.